Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Мои родители учились в Якутском художественном училище имени Романова, Скрябин Семен Тихонович и Соловьева Ульяна Дмитриевна. Вот. Отец учился на прикладной, и там в то время как раз таки было то, что и дерево, и металл, и кость, они обучались, ну вот все мастерство они обучались. И Ульяна, тоже Соловьева Ульяна Дмитриевна, она в то время училась на экспериментальном курсе, вот, художник-декоратор театрального. И я сама изначально хотела вот в театральное поступить. Ну, постоянно ходила в театр, театр, русский театр, и мне вот настолько вот все это вдохновило, что прям захотелось именно на театральный, именно в Питер. И в то время как раз было то, что рассказывали постоянно про Петербург, такая красота, и все время тянуло там на самом деле, в первую очередь. И в какой-то момент, когда уже закончила выпуск 2010 ЕХУ, и мы уже поступали в центральные вузы, то мне посоветовали, а может попробовать кино. И как раз таки был какой-то такой, не то чтобы рекомендовали ребят, чтобы именно шли именно в сторону кино. Но такового, чтобы прям целевого не было. Ребята там должны были все равно поступать сами. Ну, совершенно вот другое вот пространство, вот именно в ВГИКе, что вот там и актеры, и звукорежиссеры, и операторы, все в одном месте. И вот даже вот сама учеба вот тебя подкупает, то что вот 6 лет у нас было обучение. И эти 6 лет просто прошли вот так вот мгновенно. Подожди, дай я тебе зажгу. Спасибо. Теперь ты чувствуешь себя чуточку счастливее? Я чувствую себя как раньше. Я уже и так был счастлив. Столько всего, столько событий. И я очень рада и благодарна, что именно в судьбе, что именно обучилась именно в Москве. Хотя как изначально хотела в Петербург, да? Но в Петербурге я тоже часто ездила к своим однокурсникам.
тоже. И я думаю, что я ничего не пропустила, потому что все это близко. Первый короткий метр, с которыми я работала, это были китайцы, Чанчже, первый короткий метр. И это было на втором курсе. И было очень интересно в том плане, что когда работаешь с другими национальностями, с другой страной, узнаешь не только культуру, вообще, в целом, с каждым разом, когда работаешь с ребятами, что-то новое узнаешь. И это каждый раз подкупает. Без художника, кино, во-первых, это картинка, да, в первую очередь. И когда мы видим картину, мы всегда, я даже, когда училась, была студенткой, тоже не то чтобы не знала, а особо не придавала значения, что в фильмах, оказывается, есть такие профессии, как художник кино. Я примерно знала, что есть такое, но как-то для меня это было тоже, таким, что как-то немного неизведанным. И когда предложили именно, почему бы художник кино, мне стало интересно именно то, что и этим меня подкупило, то, что правда ли, есть такая, оказывается, профессия, почему именно сразу, почему меня все время тянет в театр, можно же еще работать в кино. А если захочу, если захочу, я могу в любой момент пойти в театр, да. И как раз в то время наше якутское кино развивалось, и в то время как раз показывали фильм «Каспиль», и интерес зрителя к кино возрастал. И к тому времени в нашем якутском кино уже были художники, как Петр Бояркин, как Михаил Егоров, но они были как театральные художники, получается, да. А именно мне стало интересно именно как с профессиональной точки, именно изначально без художника невозможно обойтись. На каждых проектах зовут, и сейчас многие уже режиссеры понимают, что что без художника действительно работать сложно. И кино это образ, во-первых, и создавать новые образы. Даже в современных фильмах, казалось бы, думаешь, зачем там художник, да? А оказывается, там все делает художник в том плане, что когда логотипы даже новые в современных фильмах, то ты делаешь новые логотипы, плакаты новые, то афиши, это все делает, по эпохе. И то даже, да, в документальных фильмах бывает, что ставят специально художественные кадры, и тоже художник все равно нужен, получается. Изначально, когда читаешь сценарий, то уже видишь картинку, и наши мастера сразу обучали тому, что как прочитали, как первое ощущение, что возникает у вас, сразу это нарисовать и постараться это ощущение передать. И эскизы делаются, чтобы режиссер, во-первых, понимал, видел картину, мизансцену, и вся съемочная группа. Даже если локация еще не выбрана, то через картинку можно какие-то режиссер уже начинает по-другому мыслить, когда уже начинает видеть картинку. У многих, например, очень развита, например, игра с актером, да. У некоторых, например, визуальная часть развита. И многим это очень помогает, когда они уже видят какую-то картинку, и в голове уже образуется
другая мизансцена. И ну, потом уже находятся вот эти локации, мы ищем локации, подходящие ко времени. Допустим, вот в «Холодном золоте» мы искали дома вот 40-х годов, получается, 30-х, 40-х годов. Довольно-таки сложно оказалось, ну, вот, очень мало домов сохранилось таких. И когда уже подбирается локация, то уже делается уже точный эскиз. Для чего и делается эскиз? Это, во-первых, документ. Это документ для художника, что вот работать с реквизитором, допустим, вот столько-то вещей нужно. Столько, например, работы по покраске. Ты уже понимаешь, что здесь нужно покрасить, тут нужно убрать, тут нужно достроить. Делается эскиз даже с нуля, вот постройка целого дома. И как все это будет выглядеть, сперва ты утверждаешь все это вот со съемочной командой. Очень тоже важную роль играет тоже от смета. От сметы очень тоже многое зависит. И заранее, чтобы это утвердить. Из Якутска поступил приказ собрать отряд и выдвигаться. Как вы знаете, за нами идет отряд чекистов. Численность банды варьируется от 20 до 40 человек. Мы должны проверить возможное наличие связи у банды с разведкой Японии. И сперва, конечно же, ты это показываешь на картинке. Если, ну, это документ, во-первых. Ага. И потом уже, когда ну вот, эскиз утверждается, составляется смета, столько-то уже, ну, нужно столько-то людей. Ты понимаешь уже, сколько времени на это нужно. Ты понимаешь уже, сколько денег на это нужно и сколько людей у тебя нужно. Вот. Насчет фильмов, с которыми мне интересно было работать, вот, ну, вот «Аптах Дарван», вот, сказка, да, казалось бы, тоже сказка, и довольно-таки тоже был интересный эксперимент в том плане, что из небольшого бюджета вот, создать именно атмосферу сказки. Ну, с этим тоже очень интересно работать. Вот, и проявляешь свою фантазию, и разные эффекты появляются. Ну, если правильно направить, правильно подсказать, то любой желающий художник, я думаю, что может работать в кино. Вот. И даже вот интуитивно все это происходит. Если человек ладит, говорит языком, контактирует с людьми, умеет общаться, то я думаю, это несложно. Потому что как раз-таки самая сложность именно заключается в том, что именно при общении, при коммуникации встречаются совершенно все разные творческие люди, и при этом находить общую какую-то идею. Это, вот, например, для меня это больше, например, сложнее, чем, например, создавать уже вот свое, да, получается, уже
Например, мне проще, например, нарисовать картину, допустим, когда ты уже сам, ну, сам хозяин своего времени, своего пространства, а здесь уже командная работа. Иногда бывает, что во время съемок форс-мажорные ситуации, и в таких ситуациях тоже находить, скорее всего, больше, наверное, нужна стрессоустойчивость. Это довольно-таки работа такая, что постоянно выездная, во-первых, и требующая много энергозатраты. Очень такие энтузиасты, наверное, скорее всего, будут работать. Востребованность большая бывает летом, когда все начинают уже снимать, именно вот у нас в Якутске. И там просто происходит какая-то тотальная нехватка специалистов. Ко мне, ну, не то чтобы приходится, да, приходится учить вообще тех, которых, ну, вот, не знают, довольно с нуля. И каждый раз на проекте, вот, как стажировка, каждый раз обучаю ребят. Радует то, что вот с каждым разом у ребят возникает интерес и желание все-таки работать в кино, потому что кино развивается и довольно вот начинают появляться новые вакансии. Это тоже для экономии Якутии, это экономики Якутии тоже важно. Ребята бы уже поехали бы учиться, уже осознавая, что когда они приедут, то здесь уже будет для них место и работа. Ну, каждый проект чем-то меня цепляет. Каждый вот, даже в триллере интересно работать, оказывается. Вот. В каждом проекте есть свои плюсы, есть свои минусы. И с каждым разом это новый опыт. Я воспринимаю каждый проект как опыт. Вот. И для меня это обогащение внутреннее. Чтобы, наверное, этим и наполняюсь, и все это меня и вдохновляет скорее все проекты, которые вместе взяты. Но результат фильма всегда играет роль, конечно, бюджет, во-первых, во-вторых, вот, время подготовки. Иногда просто время сжатое бывает, и, конечно, это меня не всегда радует. Я начинаю уже ругаться ребятам, что если короткий срок, то я просто уже не соглашаюсь. Во время съемок, кстати, бывают еще форс-мажорные ситуации. Было такое холодное золото, то, что у оленей рога отвалились. Про это тоже мы рассказывали в другой передаче. И утром приходит сообщение, и у оленей рога отвалились, и 3 восклицательных знака. Мы долго думали, это что, чем это сделать, проволокой или что ли. Потом, есть же скотч, взяли, просто примотали скотчем и покрасили под цвет рогов. И я думаю, что тем и мы спаслись. Скотч всегда помогает. Вот, просто гениальный человек, кто придумал скотч. Моменты смешные, даже появляются вот эти шутки свои, вот, только, которые понимают только те ребята, которые там были. En kırasılcanın keneler uyaların tıpı debekkin. Ve toyon iki toyon kıvın yakı budu.
Ну, в последнее время я вот увлеклась и смотрю фильмы, мюзиклы. Вот, просто у нас в Якутске еще не было, в Якутии у нас в пределах еще не было. Вот, и я думаю, что вот мы уже начинаем приближаться к этому, что уже многие интересуются хореографией, танцами. И вот эта вот история мюзикла меня очень вдохновляет, и в будущем хотелось бы вот на таком проекте поработать. В целом, если, допустим, считать чисто экономика, да, получается, то многие продюсеры мне рассказывали, что именно здесь, в Якутии, ну, из числа людей, допустим, кто ходит в кинотеатр, да, это у нас там 300 сколько-то людей, и кто ходит в кинотеатр, люди ходят в кинотеатр, и каждый, например, студенты, например, ну, в среднем, если возьмем, ну, мы так посчитали, что примерно вот все равно вот в плюс можно выйти, если снимаешь максимум на 3 миллиона, получается. И сейчас я это понимаю, что если это наше региональное кино, а если брать уже на российский уровень и другие зарубежные, то там уже другая сумма получается. Вот. Если ориентироваться на региональное, то в среднем все равно как бы, ты понимаешь, что продюсеры тратятся на то-то, 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 то-то. И, конечно, я поддерживаю в этом плане своих якутское кино, то, что понимаю экономику всего того, что у нас происходит, да. И, допустим, я в якутском кино, у меня своя цена получается. Вот. И когда уже на уровне российском, то уже договариваюсь о другой цене. Вот. И вот, но и там объем ее работы тоже другая получается. Но если якутское кино, которое хочет выйти на российское, то там тоже другая история получается. Ну, там свои нюансы. Вот. Но в любом случае, те, кто вот именно работает в кино в летнее время, то для них это дополнительный заработок. Как бы, почему бы и нет? У меня все равно есть надежда, что кто-нибудь все равно поступит в ВГИК или в Питер на художника-постановщика, или декоратора, или на театральное. Или же можете ко мне прийти, или тем художникам, которые тоже работали в кино. Вот. Меня всегда радует, когда ребята молодые интересуются. И в любом случае я могу, если есть какие-то вопросы, то в любом случае могу ответить. У меня временами бывают мастер-классы, тоже ходите. Также всем желаю с наступающим Новым годом. Вот. Всем желаю вдохновения и новых идей. Anyone you say,